Ахмат. Уважаемые коллеги, сейчас у нас будет возможность задать по одному вопросу нашим уважаемым президентам. В зале установлен микрофон. Пожалуйста, первый вопрос. Herr Bundespräsident, Sie haben den Ukraine-Krieg angesprochen und die Haltung Kirgisistans im против Vereinten Украины и Nationen. воздержание Кыргызстана при принятии резолюций. Существует указание на то, что санкции против России через территорию Кыргызстана обходятся. Хочет ли Германия того, чтобы Кыргызстан занял более строгую, более четкую позицию по войне в Украине? И, господин президент, если позволите, видите ли вы для этого возможности? Германия желает от всех, кто делает ставку на основанный на правилах международный порядок. Мы хотим, чтобы все выступили против применения военной силы. Что касается обхода санкций, мы бы тоже хотели, чтобы этого не происходило. Поэтому наши ожидания от всех центральноазиатских государств, мы в Казахстане поднимали эту тему, и такие же ожидания у нас, конечно же, в отношении Кыргызстана. Мы знаем, что для стран в Евразийском экономическом союзе сложно отслеживать перевозку, транспортировку товаров и грузов. Тем не менее, у нас есть ожидание, что в тесном сотрудничестве с компетентными ведомствами ЕС, что здесь будут найдены возможности для того, чтобы избежать обхода санкций. И мы надеемся, что в будущем этого удастся добиться. Пожалуйста, следующий вопрос. Саламат, Садыр Нургаджаевич, Бекмамат Асамбеков, телеканал «Мир-24» в Кыргызстане. Вот вы в своей работе большое внимание уделяете сфере энергетики, да и в целом зеленой экономике. Вот в контексте сотрудничества с Германией, какие перспективы вы видите в этих направлениях? Спасибо. Спасибо. Как вы знаете, на пути своего развития Кыргызская республика, так же, как и большинство стран мира, была ориентирована на достижение экономического роста, в основном за счет интенсивного использования природных ресурсов. Такое отношение показало свою неэффективность, а также пагубность для экосистем. К 2050 году Кыргызстан на платформе зеленого развития постарается достичь углеродной нейтральности. Локомотивом этой безуглеродной политики будут возобновляемые источники энергии, в первую очередь гидроэнергетика. В Кыргызстане имеется огромный потенциал для использования энергии солнца и ветра. Сегодня в составе германской делегации есть руководители компаний, осуществляющие свою деятельность в сфере гидро- и солнечной энергетики, с которыми мы заинтересованы развивать сотрудничество. Учитывая гидроэнергетический потенциал Кыргызстана, мы заинтересованы в развитии взаимодействия с Германией в сфере выработки и использования зеленого водорода. Как вы знаете, зеленый водород, будучи так называемой энергией будущего, способствует озеленению экономики в таких важных сферах, как промышленность и транспорт. В начале 2023 года мною была выдвинута инициатива по реструктуризации государственного внешнего долга Кыргызстана с использованием механизма его конверсии на проекты в сфере зеленой экономики. Мы рассчитываем на поддержку Германии в данном вопросе. Хотел бы еще раз отметить, что мы заинтересованы в эффективной реализации инициативы германской стороны «Зеленая Центральная Азия», которая нацелена внести реальный вклад в развитие зеленой экономики и обеспечение безопасности с учетом глобального изменения климата в нашем регионе. Спасибо.